Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял делегацию Совета директоров Азиатского банка развития. На встрече обсуждались нынешнее состояние, а также перспективы сотрудничества Таджикистана с Азиатским банком развития. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение уровнем сотрудничества правительства Республики Таджикистан и Азиатского банка развития в реализации различных проектов в нашей стране. Примером плодотворного сотрудничества Таджикистана и Азиатского банка развития была признана поддержка в продолжении экономических реформ, финансирование развития сферы энергетики и обеспечения продовольственной безопасности. Состоялся обмен мнениями по укреплению устойчивости экономики страны к вызовам и угрозам, большему привлечению инвестиций партнеров по развитию в различные экономические и социальные сектора страны. Для обеспечения устойчивого развития стороны сочли особенно необходимым привлечение дополнительных инвестиций в сферы образования, здравоохранения, ирригации, сельского хозяйства, транспорта, экологии, развития туризма, а также формирования зеленой экономики и дальнейшего продвижения цифровизации. В связи со сложной ситуацией в современном мире, изменением климата и обострением их последствий было сочтено необходимым проведение последовательных реформ для предотвращения и ослабления влияния рисков и негативных факторов на национальную экономику. Плодотворный обмен мнениями также состоялся и по другим вопросам взаимного интереса. Ну и сразу после встречи с президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, глава делегации Совета директоров Азиатского банка развития Викас Шил прокомментировал итоги встречи с главой государства. Выражаю искреннюю признательность за гостеприимство. Таджикистан – это очень прекрасная страна, обладает богатым культурно-историческим наследием. Мы провели плодотворную встречу с его превосходительством, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном. Была очень созидательная и содержательная беседа. Мы обсудили вопросы, касающиеся развития возможностей для достижения целей развития Таджикистана. Обсудили вопросы в приоритетных сферах, а также нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана с Азиатским банком развития. Мы обсудили вопросы сотрудничества в сфере зеленой энергии и устойчивости к изменению климата. Между Таджикистаном и Азиатским банком развития налажено плодотворное и долгосрочное сотрудничество. Следует отметить, что Таджикистан с 1998 года стал членом Азиатского банка развития. Мы оказали Таджикистану в рамках программы содействия $2,7 миллиардов. В 2024 году для Таджикистана предусмотрено $220 миллионов грантовых средств для реализации 6 проектов для сферы зеленого транспорта. Это в основном охватывает зону автодороги Дангара-Гулистон, а также для реализации проектов в сферах здравоохранения, энергетики, предпринимательства и гендерные вопросы. Уже 4 проекта из этих 6 проектов утверждены. Азиатский банк развития продолжит свою помощь Таджикистану как надежный партнер. В своей стратегии партнерства Азиатский банк развития наметил продолжение своей деятельности для оказания поддержки Таджикистану с учетом целей правительства Республики Таджикистан и программ развития. Ну и сегодня же президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял заместителя председателя правительства Российской Федерации, сопредседателя совместной межправительственной комиссии Республики Таджикистан и Российской Федерации по экономическому сотрудничеству Марата Хуснуллина. На встрече были обсуждены вопросы укрепления многогранного сотрудничества Таджикистана и России. Большое внимание было уделено расширению связи между двумя
двумя странами в сферах торговли, промышленности, энергетики, финансов, банковского дела и инвестиций. Было сочтено необходимым повысить эффективность деятельности совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству для достижения поставленных целей. Было расценено в интересах двух стран привлечение инвестиций России в экономику Таджикистана для реализации совместных проектов, в том числе в сферах промышленной кооперации и создания индустриальных парков. Также состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам отношений Таджикистана и Российской Федерации. И сегодня же председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. В ходе встречи стороны обсуждали текущую ситуацию и перспективы двухсторонних и многосторонних отношений Таджикистана и России. Председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, подчеркнул, расширение многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией занимает важное место во внешней политике нашей страны и весьма значительно в этом направлении роль совместной межправительственной комиссии Таджикистана и России по экономическому сотрудничеству. Также было отмечено, что межпарламентское сотрудничество между двумя государствами имеет положительную тенденцию к развитию. Стороны выразили необходимость продолжения совместных усилий по расширению и активизации торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. В ходе беседы также были обсуждены другие вопросы, которые представляют интерес для двух сторон. Сегодня в Душанбе состоялось 20-е заседание межправительственной комиссии Республики Таджикистан и Российской Федерации по экономическому и торговому сотрудничеству, в ходе которого было обсуждено укрепление двухсторонних связей в сферах, представляющих интерес. Таджикистан по экономическому и торговому сотрудничеству, в ходе которого было обсуждено укрепление двусторонних связей в сферах, представляющих взаимный интерес. Работа заседания Межправительственной комиссии Республики Таджикистан и Российской Федерации по торгово-экономическому сотрудничеству началась в узком формате, затем продолжилась с участием расширенных составов. На заседании Межправительственной комиссии Республики Таджикистан и Российской Федерации по экономическому и торговому сотрудничеству под председательством премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода и заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина основное внимание было уделено выполнению указаний и поручений глав государств и на этой основе полному использованию имеющихся возможностей для укрепления двусторонних связей. Было отмечено, что согласно данным в 2023 году объем товарооборота с Российской Федерацией составил 1,7 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 2,4%. За 8 месяцев 2024 года объем товарооборота между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией составил более 1,2 миллиардов долларов США. Темпы роста составили 14%. Реализация многочисленных совместных проектов и увеличение грузооборота между двумя государствами являются ярким примером развития двусторонних связей между Таджикистаном и Россией. При полной реализации имеющихся возможностей можно еще больше укрепить связи. С учетом этого стороны сочли важным и обязательным обеспечение выполнения поручений и договоренностей между президентом Республики Таджикистан, лидером нации уважаемым Эмомали Рахмоном и президентом Российской Федерации уважаемым Владимиром Путиным. На встрече лучшими направлениями и сферами укрепления сотрудничества были названы экономика и инвестиции, создание совместных предприятий по переработке сырья, энергетика, легкая пищевая и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и туризм. Развитие сотрудничества Таджикистана с Россией остается приоритетом внешней политики Таджикистана. Также в этот день для укрепления сотрудничества в сферах экономики, торговли и промышленности между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией были подписаны новые документы о сотрудничестве. В завершении заседания был подписан новый соответствующий документ.
Со 2 по 6 октября текущего года в Душанбе проходит первый в истории таджикского спорта чемпионат мира среди юниоров. В этом чемпионате принимают участие более 500 спортсменов из 67 стран мира в возрасте до 21 года. Зумрат Фазиева расскажет, как прошел третий день этого престижного чемпионата. В третий день первого чемпионата мира по дзюдо среди юниоров в Душанбе прошли соревнования в 3 весовых категориях. До 70 килограммов среди девушек и до 81 килограмма и 90 килограммов среди юношей. Из Таджикистана сегодня в соревнованиях приняли участие 6 спортсменов: Аминджон Абдуджалилзода, Сунатулло Мусаев, Мухаммад Юсуфзода в весе до 81 килограмма, Мусохон Ганиев, Музамир Каримзода и Сомони Кишваров в весе до 90 килограммов. Напомним, что 2 октября в столице Таджикистана, городе Душанбе, стартовал первый чемпионат мира по дзюдо среди юниоров, который продлится до 6 октября. В чемпионате принимает участие 531 спортсмен, 290 юношей и 241 девушка из 67 стран мира. Напомним, что в первый день чемпионата мира по дзюдо среди юниоров серебряной медали удостоился таджикский спортсмен Лоик Кутбединов в весе до 60 килограммов. Мы завоевали серебряную медаль. В будущем мы постараемся завоевать золотую медаль. Все мои поединки были тяжелыми. Я рад, что достойно выступил на первом чемпионате мира по дзюдо среди юниоров. На второй день чемпионата мира бронзовой медали был удостоен Мухиддин Асадулоев в весе до 73 килограммов. Победители и призеры будут награждены денежными премиями. За первое место 2500 евро, за второе место 1500 евро, за третье 850 евро. Зумрат Файзиева, Мехрузи Джума, Дильшоди Хушбах. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.